Моя проповедь называется «ДНК церкви». Это жизнь в Боге. ДНК я не могу даже выговорить, и даже прочитать мне трудно очень. ДНК – это две спирали, довольно сложно загнутые с лестницами какими-то. И это есть, в ДНК есть хранение и передача из рода в род, о чем мы сегодня пели. Из поколения в поколение передать это своим детям, а не своим детям. Это передача и хранение. Хранение и передача этой информации. И если эта информация, она нарушена, то если эта информация нарушена, то всякие болезни, всякие нехорошие вещи происходят в организме. И вот ДНК церкви – это как фундамент также. Иисус – фундамент, потому что церковь создал Иисус. И когда вы слышите это, может слух резать, что ДНК церкви – это фундамент, потому что Иисус создал церковь. Он говорит, я создам свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Это основа, так как ее создал Иисус. У нас должно быть представление. У нас иногда нет просто представления, как о Боге Отце, как Сын Божий Иисус, Спаситель нас, что Дух Святой, Он живет внутри нас. Если у нас будет это откровение, тогда у нас будет откровение и о семье, о своей жене, о своих детях. У тебя будет откровение, как ты будешь смотреть в этот мир. У тебя глаза будут открыты. Я хотел бы открыть первое место Писания. Это мы откроем Матвея 16 главу, откроем. И прочитаем там, 16 глава, и будем читать, вначале прочитаем 13, с 13 по 14 стих. Здесь написано: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков». Вот спросите у людей этого мира, за кого они почитают? Вы просто для интереса, когда общаетесь с людьми, там, вот, с соседями, где-то в магазине, там, вот, когда общаешься, люди, никто его не признает господином. Да, они говорят, да, пророк, да, такой был. Морально-нравственно хорошо очень жил, очень хорошие нам дал вот эти заповеди. Вот, и поэтому этот вопрос прямо сейчас стоит среди. За кого почитают? И они почитают все по-разному. Но больше за пророка, больше за хорошего человека, который принес нам морально-нравственные заповеди какие-то. Вот. И дальше он потом спрашивает, говорит им: а вы за кого почитаете меня? Вы, вот к нам сегодня обращается Иисус, вы меня за кого почитаете? Вы мои дети, вы мои ученики, вы за кого меня почитаете? Знаете, и нужно быть честным, очень честным. Настолько честным, откровенным и сказать: да, я не всегда почитаю тебя за Господа, я не всегда на тебя уповаю. Я уповаю на себя, на свои связи, на свои деньги, на свой бизнес, на своих друзей. Ну, и иногда у нас приходят сомнения даже. А вдруг он все-таки, там написано же Сын Человеческий, знаете. И найдутся люди, которые подкинут ересь всякую, и, знаете, подкинут что-нибудь. И поэтому мы должны быть образованными в Писании. И если у нас нет этого откровения, то это очень печально. У нас должно быть это откровение об этом. Тогда у нас будет, знаете что, тогда у нас очень легко нам будет. Мы будем понимать. У нас будет откровение и о церкви, и о братьях, и о сестрах, и о жене, и о детях. У нас будет откровение, это все сверху течет. И здесь в 17 стихе написано: тогда Иисус сказал ему в ответ, когда Симон, 16, Симон Петр отвечает, сказал ему: ты Христос, Сын Бога Живого.
Вот это откровение с неба. У нас также должно быть. У нас не должно быть ни малейшего вот туда-сюда. Вот это откровение настолько мощно даже. Ты сын Бога живого. Ты здесь, ты в моей жизни, ты внутри меня. Ты в моем доме, ты в моей жене, ты в моих детях. И это будет передаваться из поколения в поколение. Ответственность лежит на мне, как на главе церкви, чтобы это была передача, чтобы это передавалось из поколения в поколение. Огромное спасибо вам, левиты, вы так сегодня славили, я так просто вошел в это присутствие Божье. Так здорово. И здесь 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Видишь, Симон, это как переводится с греческого, как слышащий Бога. Он говорит, если ты слышишь, меня, ты счастливый человек, ты блаженный, ты счастливый, если ты слышишь меня. Значит, ты имеешь доступ к моим благословениям. Ты имеешь доступ. Дальше читаем, здесь написано в 18 стихе. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Ничего не одолеют. ДНК настолько мощная Бога. Потому что мы родились от Него. И Он говорит, ничего. На этом откровении, говорит, я, говорит, буду поднимать церковь. Умножение, созидание церкви – это работа Божья. 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Вот. А мы соработники у Бога. И чем больше Бога, чем больше плодов, чем больше проявляются наши дары, дары наши больше будут проявляться, тем больше будет Бога. Когда мы будем указателями на этим пути, когда мы будем людей приводить ко Христу, не к себе. Знаете, один такой пример мне очень нравится. Один мужчина купил там много снастей на рыбалку, там удочки, там, и все, и пошел рыбачить. И пришел, у него там все крутое, такое, он рыбачит, и ничего поймать не может. И видит, там мальчик сидит, у него просто такая, тальник, и, этот крючок и поплавок. И он там и с грузилами, он там и смотрит, одну за одной тягает рыбку. Ты сидит, думает, да что такое-то? Мальчишка все, только рыба ловит, а у меня ничего. У меня все крутое такое, навороченное. И он спрашивает у мальчика, мальчик, а ты как так-то? Столько рыбы ловишь, а я ничего поймать не могу. А он говорит, дяденька, вы такой большой, что своей тенью всю рыбу распугали. Знаешь, мы такие большие иногда, такие умные, такие. Бога нету, у нас там больше нас. Больше хотим быть наверху где-то. Но человеческая это натура, чтобы быть наверху. Все крутится вокруг Бога. Христоцентричность должна быть в церкви. Все крутится вокруг Него. Вот. Если мы уберем Христа, то это просто будет клуб, кружок какой-то, добрых, хороших людей. Мы здесь просто будем собираться. Вот. И если все построено на человеке, это очень опасно. Сколько церквей сейчас падает. Вообще ты думаешь, друг за другом, такого не было. Друг за другом большие церкви, лидеры падают, потому что все построено на человеке. Угодить этому человеку, помазанник там. Но слава Богу, Божье. Здесь Бог строит эту церковь. Когда на человеке строится, это очень опасно. Все должно строиться на Божьем. Деяние откроем. Деяние 20 главу. Деяние 20 глава. И прочитаем 28 стих. Здесь написано. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей». Смотрите, Он кровью приобрел эту церковь. Он умер за каждого из нас. За весь мир Он умер. Он кровью своей приобрел. Вот почему у нас должно быть ДНК. У нас одна кровь. Он
пролил свою кровь, чтобы наши грехи были омыты. Он пролил, чтобы мы были исцелены и освобождены от этой гадости. И мы должны быть похожими на Него, на Него. Вот. Иисус, Он был исполнен силы. Он всегда являл чудеса, исцеление, но Он, самое главное, Он любил людей. У Него было огромное сострадание к людям. В церкви, если двигаются дары, хоть что, пусть двигается, но если нету любви, все это напрасно. У нас Божья любовь должна быть прежде всего, а все остальное прилаживается, если мы ищем Царство Божие. Если Бог действительно Он в центре всего, тогда все остальное начинает проявляться. Прежде должна быть любовь Божья, чтобы люди, придя в церковь, они увидели это. Я когда пришел первый раз в церковь, я не понимал, что такое любовь, не понимал, пока мне не дошло. Когда ко мне приехала сестра, и она сказала: больше я к тебе не приеду, потому что ты Христа каждый раз забиваешь. Каждый раз. Тебе только передача нужна, тебе больше ничего. И потом она сказала: ты знаешь, я тебе столько лет езжу, меня братья бесплатно возят к тебе. Ты знаешь, что мне в церкви все продукты, которые я тебе привожу, в церкви дают. Ты знаешь, что вся церковь за тебя молится. Ты знаешь, нам не чем было заплатить адвокату, который заступался который стоял в защите на твоей последнем когда у тебя была судимость. Суд был. Мы пошли, денег не было, делали ей ремонт на даче, делали ей массаж, там все ей делали, чтобы лишь бы только она защищала тебя. Ты знаешь об этом? И вдруг мне внутри так что-то сломалось, и слезы как полились. И я: ах, вот почему есть Божья любовь. Ах, вот почему Божья любовь. Я слышу, оказывается, Он задействует столько людей в церкви, чтобы спасти меня. Ихние машины, ихние деньги, ихнее время, молитвы. Все задействовано вокруг меня, такого гада, который как грязный кусок мяса, без души, без ничего. И я получил это откровение. Ах, вот. И когда я пришел в церковь, я увидел вживую этих людей, которые были наполнены Духом Святым. Это была потрясающая, красивая, вот эта красота божественная я увидел в церкви. И здесь я в этой церкви также это вижу, в нашей церкви. Потрясающие, вы потрясающие, внутри наполненные людям Духом Святым, потрясающие люди. И можете делать потрясающие вещи с Богом. Бог через вас хочет делать, и уже начинает, и Он уже делает, и Он начинает, и Он будет делать. И Он поменял мое сердце. Он растопил мое сердце, но через людей здесь на земле. Он растопил ко мне сердце, когда люди подходили меня там, и что тебе дать, там, что-то тебе помолиться. Каждый подходил. Церковь. И мое мышление поменялось. И мое сердце поменялось. И я совсем другими глазами стал смотреть на людей. Не как на жертву, у которых можно что-то взять, а как на людей Божьих. Знаете, любая поместная церковь, сегодня вот Алексей пастор здесь молился за церкви, чтобы каждый вошел в свое призвание. Каждая поместная церковь – это единственная надежда для тех людей, падших людей, которые сейчас сидят там дома где-то, пьют, гуляют, веселятся, но у них проблема на проблеме. Они хорохорятся, они пляшут. Видели? Я видел, когда в рестораны приходили такие крутые ребята, там, селтумена. В ресторан приходят такие, крутые, в галстуке, такие красиво одетые. Потом напьются, как свиньи, и ведут себя там. И ты думаешь, вот это да. Он же занимает такую должность. Ну, понятно, я бандюга, но он занимает такую должность, блюет тут же за женщин хватается, тут же пляшет,
тут же падает. Почему? Потому что нет, жалко таких. Я тогда не понимал, смеялся над ними. Говорил, какие они. Там какие красивые они, какую речь толкают. А здесь что творят-то? Почему? Потому что нету света в их жизни, нету Христа, нету Спасителя, нету Господина, который был бы над ними. Они сами себе господины, они сами могут быть господствовать. И поэтому здесь написано, пасите стадо, не господствуйте над стадом, а пасите стадо, пасите, не надо господствовать. Бог вас подымет, многих здесь подымет. И никогда не забывайте, кто хочет быть первым, стань последним. Кто хочет стать большим, стань слугою вначале. Вот это должно в церкви процветать, а не позицию какую-то занять. И тогда Бог, Он тебя сам подымет. Он сам тебе даст, то, где ты должен будешь стоять, что ты будешь делать. Церковь – это ДНК мирового сообщества. Это ДНК мирового сообщества. Этот мир, он гниет. Мы соль этой земли. Мы соль этой земли. Мы свет этому миру. И мы должны понимать, у нас ДНК Божья. Если ДНК неполноценна, то рождаются люди с отклоненными какими-то недостатками. Также церкви, многие, они потеряли свою ДНК где-то. И они умерли свою где-то. По пути умерли столько церквей. Потому что неправильно построена церковь. Когда правильно построена, когда есть у нас откровение, ты, Христос, Сын Бога Живого. Когда мы понимаем, когда у нас есть это, ты Отец Небесный, любящий Отец, не наказывающий, а любящий. Который любит. Если мы любим Иисуса, мы должны ходить в церковь. Но такой пример, может, некорректный, я не знаю, но вот мне пришло такое. Например, если мне жена скажет, Олег, я твою голову люблю, но тело мне твое. Странно будет, правильно? И так же мы. Иисус, мы тебя любим, но в церковь не пойду. Ну, а сейчас в интернете, знаете, сколько там вещателей? Столько ереси. Земля плоская, то не делай, это не давай. Там все зажравшиеся, там, а сам он сидит, там лайки просит, чтобы ему лайки, чтобы деньги ему там на кассу кинули, кошелек. И все хает, только одно. Мы должны быть не экспертами в церкви, а делателями. Экспертов хватает. Поверьте мне, очень много экспертов. Вот. В любой деноминации, там, где есть ДНК, в любой деноминации, у католиков, посмотрите, у православных, любой протестантской церкви, во всех деноминациях, когда есть ДНК, эта церковь растет, она процветает, там есть любовь Божья. Там есть движение Божье. Вы знаете, что в Москве есть православная церковь, где они под гитару там, и они пляшут. И думаешь, это православие. А мы стоим здесь. Знаешь, все двигается, все меняется. Реформация, Бог работает со своей церковью. У него одна церковь. Он работает со своей церковью. И там, где проходит реформация церкви. Вспомним себя, да? Когда мы в миру были, в кабак пошли, ох, плясали, ох, пели. А в церковь пришли. Бог говорит, подними руку. Надо прославлять Бога. В Писании написано, как Его прославлять. Поднять руки хотя. Нам не надо здесь кричать, потому что церкви есть громкие, есть тихие церкви. Мы можем просто поднять, просто радоваться, просто плакать, как делаем мы.
Так, у церкви есть определенные характеристики. Можно, да, там вывести? Определенные характеристики. Или у нас сегодня не работает, да? Есть определенные характеристики, что передается сразу, как мы рождаемся, как мы только начинаем рождаться свыше, то по ДНК Иисуса Христа мы можем строить церковь. Вот мы посмотрим, как мы можем строить церковь. Мы строим так. Оно так идет. И смотрите, сразу вам ремарочку сделаю. Если что-то не работает, не надо сразу к пастору бежать. Вот Олег Иванович проповедовал, и там вот у нас это не работает, то и это. Знаете, во многих нету идеальных церквей, и где-то что-то не работает, в чем-то они преуспевают где-то, потому что церкви поместные, они все исполняют свою часть. И первое, это вот деяние, мы в 2 главе сейчас будем пребывать, большую часть. И здесь с 38 по 41 прочитаем. Петр же сказал им: покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, мы опять сегодня прославляли, поклонялись, пели, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Вот. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Первое, что мы здесь видим, первое, у нас нету, да? Нету, что ли? Не скинули, что ли? Первое, что здесь мы видим, это проповедь Евангелия к неверующим. Вот это первое. Первое, что отличало настоящую, вот эту первую церковь, это просто потрясающая заряженность на проповедь Евангелия. Знаете, один пастор, я когда был на пасторские, один раз ездил, это, наверное, где-то в 2012 году на пасторские в Новосибирске ездил, и там один пастор с России, он рассказывает, я, говорит, приехал в Колумбию, мы приехали командой в Колумбии, и были в Колумбии, и там приходилось ездить на такси, и когда я садился в такси, они все начинали проповедовать. Все таксисты, и сколько мы не ездили, все таксисты, как будто у них было служение такое, таксистов проповедовать. Они настолько заряжены в их церквях, люди заряжены, чтобы проповедовать Евангелие. И нам не нужно гоняться за людьми. Знаете, это стиль жизни, христианина должен быть стиль жизни. Ты слышишь Духа Святого внутри, и ты знаешь, когда говорить, когда промолчать. Когда ты идешь, и Бог говорит: вот подойди к этому человеку, скажи, что Бог тебя любит. Или просто подойди и скажи: можно я за вас помолюсь? Помолиться, пожалуйста, помолитесь, конечно. Кто откажется от молитвы? Вот и повод завязался у тебя, чтобы рассказать об Иисусе Христе. Ты видишь понурых людей, на остановках они сидят. Везде, вот их так много. Мы можем ловить эту рыбу. И он говорит, все настолько заряжены, что я себя почувствовал таким холодненьким пастором. Они такие горячие. А я такой холодненький пастор. Приехал с России. Все растущие церкви – это церковь, несущая Евангелие этому миру. Когда ты заряжен, вот в Москве есть сестра, вот она настолько заряжена, она всегда молится: Господь, пошли мне рыбу, Господь, пошли мне рыбу. Это вот, потому что Иисус же сказал: идите за мной, я сделаю вас ловцами человеческих душ. И вот она просит, и Бог ей столько дает рыбы. Она молится каждый день, и у нее все по-разному происходит. Один раз она вышла так с лифта, и в лифт зашла, и такая говорит. А там мужчина был молодой. Он такая, потянулся: Иисус. И этот молодой человек: Иисус. Иисус. Так пошел на работу, идет: Иисус, Иисус. На работу пришел: Иисус, Иисус, Иисус. После работы там на обед пошел: Иисус, Иисус. И так до вечера. Уже с работы идет, и там в парке как раз евангелизация шла. И там говорит: кто к Иисусу там? И
придите сюда. И он говорит, вот Иисус, и побежал туда. И принял спасение, и стал служителем. Это не выдуманная история, это действительно потрясающая история. Он стал служителем, столько людей стал приводить Богу. Стал служить. Просто надо быть заряженным. Просто быть открытым Духу Святому. И нам не нужно напрягаться. Нам нужно учиться, конечно. Обязательно нам нужно учиться. Потому что учение – это свет. Все равно нам нужно быть готовыми к этому. Дальше. Деяние, 2 глава, 42 стих. И мы здесь будем пребывать так, в 42 стихе долго. Вот смотрите, в начале. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Слышите? Постоянно пребывали в учении апостолов. Вот почему здесь библейские курсы начались. И они так успешно идут. И они сейчас вот 2-й год пойдет. Потом мы не знаем, как дальше пойдет. Бог все будет взращивать. Бог все будет показывать. И это уже учение для верующих. Знаете, у нас в России ученик, как считается, учение вообще связано, это с партой, за столом сидеть, доска должно быть, учитель. А на Востоке это западное как бы. А на Востоке все было по-другому. Там нужно было, там ученик, он жил с учителем. Он жил с учителем, он ходил, он видел это все. Он учился этому ремеслу. И также Иисус, когда Он взял себе учеников, они все 3 года с Ним жили, все 3 года с Ним ходили. И всему учились у Него, смотря на Него, как Он поступал. И мы должны практиковать учение. Не просто, чтобы это в голове осталось. У нас столько много в голове. Вот сейчас, если мы соберемся и здесь устроим симпозиум, не экклезия, а симпозиум, ой, столько будет, ой-ой-ой. Вот. Очень важно, вот. Потому что сегодня так много делателей, интернет-делателей, деятелей. Их так много, они там пророчествуют и все, и вся, и там не исполняется, и люди просят назад деньги, верните, почему я вам в кошелек деньги бросила, не исполнилось, вы мне пророчествовали здесь, и там, и тому подобное. Есть хорошие пророки, но их не так много. Их так много не может быть. Везде сейчас каждый пророк в интернет. Прочитаем, потом вернемся сюда в Деяния, прочитаем 1 Коринфянам, очень мне нравится, 1 Коринфянам, ученики Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Здесь апостол Павел, он говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены, были в одном духе, в одних мыслях». Вот, говорили одно. То, что вот ДНК, вот она, нам не нужно ничего, вот ДНК Иисуса Христа, Господа нашего. Все записано уже. Информация, она не испорченная, не поломанная. Это информация, ДНК, которая передается нам, и через нас оно будет передаваться в нашей семье, прежде всего, к нашим родным, потом уже к другим людям. Это ДНК, это цвет, это соль. Соль, она нужна для чего? Чтобы засолить. Бочонок, чтобы засолить, туда нужна соленый огурец такой, ух! И весь бочонок стрясти хорошенечко. Все огурцы засолятся. Настолько мы должны быть солеными. Настолько мы должны нести этот цвет. Видите, здесь написано, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса, чтобы вы все говорили одно». Одно – это что? Не человеческое, это Божье учение. Это вот учение апостолов. Оно уже нам дано. Зачем нам какие-то там учителя, которые, извини меня, есть хорошие учителя, я не спорю, есть хорошие очень учителя. Их нужно смотреть. Я сам смотрю, и сам выбираю, и сам чему-то учусь у них. Но большинство там, скажу, мусор, просто мусор. Они не говорят одно, они не говорят так, как здесь. Они новое придумали, новое Евангелие у них идет. Ересь вот это. Вот. Говорили одно, и чтобы у вас не было разделения, но чтобы вы были соединены вместе. Вот. Смотрите, вот когда неправильное, вот это экклезия, мы говорим одно, мы разбираем по этому собранию. О чем здесь собрание мы говорили, мы разбираем. И
учение Иисуса Христа, все смотрим Писание, потому что обязательно нужно смотреть, потому что человек, любой человек несовершенный, он может ошибиться, может не то сказать. Но человек должен признать это. И поэтому мы должны смотреть Писание. А вот неправильное деяние. Нет, подождите, потом это тогда. Вот давайте дальше тогда. Третье, дальше. Вернемся обратно. И здесь написано, они постоянно пребывали в учении апостолов. Слава Богу, у нас это уже работает, начинает и идет. Слава Богу, что мы пребываем в этом учении апостолов. Вот. Слава Богу за томских служителей, за их церковь. В общении, видите, дальше в общении. Общение важно? Очень важно. Это не простое общение, это святое общение. Чтобы мы достигали Божьей цели. Это собрание, вот это экклезия. Когда мы собраны во имя Его, не во имя какого-то человека, а во имя Его. И Он там пребывает среди нас. 1 Иоанна откроем. Вот здесь написано от 1 Иоанна. 1 Иоанна. И прочитаем сперва 3, потом 7 стих. Вначале 3. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом». Вот наше общение, святое наше общение. С Отцом, с Сыном Его, в Духе Святом. О чем мы слышали? Что мы слышали? Мы слышали по Писанию, то, что Писание говорит. И 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг с другом». Видите, когда мы ходим во свете, мы имеем общение с друг с другом. Не во тьме. Мы имеем общение с другом. Вот в это общение мы ходим во свете друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А вот неправильный, смотрите, неправильный образец собрания. Деяние 19 глава откроем. Неправильный образец общения. Это вот как симпозиум. Знаете, симпозиум раньше в древнем мире, у греков тоже и в древнем мире симпозиум собирали. Это когда лежаки, они там вино, стол накрывали, мясо там, и они там вот всякие спорили, там у них споры были там, и все. Вот 19:32 прочитаем. Смотрите, вот симпозиум идет. Там Духа Святого нету. 19:32. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Вот тебе приехали. Мы должны на домашках собираться для того, чтобы мы понимали, для чего мы собраны? Во имя чего? Чтобы мы там не кричали. Поэтому там есть пастор или лидер там домашний, который мог бы правильно вести, управлять, чтобы люди все общались, чтобы все могли говорить. Чтобы там не кричали, чтобы мы не орали друг друга, не спорили, не переходили на крик, не спорили там друг с другом. Вот. И там тогда хаос один. Вернемся обратно в Деяние 2 глава, 42 стих. Опять здесь. Преломление хлеба, будем ускоряться, да? Там долго не будем. Мы понимаем, что это мы возвещаем. Мы говорим. И первая церковь, они по домам постоянно преломляли. И мы сейчас по домашкам тоже будем это делать, да? Вот, преломление. Потому что они возвещали смерть Господню, и его, доколе он не придет. Когда он воскреснет, когда он воскрес, он ушел на небо, они понимали, эта церковь получила это ДНК, эту силу, потому что он воскрес. Сила Божья его на церкви. 5. И в молитвах. Вот они в молитвах пребывали, постоянно они пребывали. Насколько важна молитва? Поднимите руки, кто? Насколько важна молитва? Как нас много, а на молитве нас так мало. Как нас много. Мы понимаем, что молитва, но как нас мало на молитве, дорогие. Это не в укор. Вас Дух Святой должен говорить внутри, что молитва настолько важна.
Вот. Настолько важна. Мы заняты, очень занятые люди в этот век. Но ученики Иисуса Христа, они знали и молились. И поэтому было много чудес и знамений, и исцелений, потому что они молились Богу. А если ты неделю не помолился, вы замечали, что куда-то уходят силы, какие-то проблемы появились, портится характер, ты какой-то нервный весь стал. Вот. Уходит куда-то твоя вера. Ты начинаешь чувствовать это. Но Бог хочет, чтобы мы могли молиться. Даже заранее. Вот прочитаем 1 Тимофея, 2 главу. 1 Тимофея, 2 глава. И здесь, видите, Бог хочет, чтобы мы начали молиться заранее, чтобы мы промаливали все служение, всей церкви, как двигается церковь, чтобы мы промаливали на молитве все вместе. И Бог мне говорит, чтобы я начинал ходить. Я сам хожу, только, честно признаюсь, каюсь, только когда я веду молитву. Но мне нужно, Бог говорит, тебе нужно ходить. И тогда, когда ты не ведешь молитву, Он мне говорит, почему тебя нету, когда ты не ведешь молитву? Ты должен приходить. Вот. Чтобы мы могли начать заранее молиться, а не тогда, когда пришли проблемы. Мы часто, когда грянет гром, начинаем молиться, пробиваться просто. А здесь написано, смотрите, 1 Тимофея, 2 глава, и с 1 стиха по 3 почитаем. Итак, прежде, он говорит, прежде. Видишь, он как говорит, прежде. Итак, дорогие, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за всех человек. Мы должны молиться за всех людей в этом городе, потому что мы здесь живем, в этом городе, у нас есть ответственность молиться, не только за своих родных и близких. За царей мы это делаем, слава Богу, каждое собрание, за царей, но мы и на молитвенных должны делать. И за царей, и за всех начальствующих, дабы проводить нам, слышите, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Это очень хорошо. Для Него это так хорошо, когда мы все это делаем. И мы делаем это заранее. Знаете, я слышал миссионеров, которые ездили в Индию, когда я учился еще в Москве, в библейской школе, то миссионеры, когда ездили перед тем, как поехать в Индию, пастора, миссионеры, они прежде покупали таблетки, потому что там такая грязь, да, в Индии. Вот они кушают уличное, там вообще все везде очень грязные места. Такая вот да. Правильно, спасибо, помогли. И вот, купите там такие-то таблетки заранее, купите, заранее пропейте их за 2-3 дня. Потом туда поедете в Индию, и там будете что-то кушать, обязательно пейте перед этим таблетки эти. И вот один служитель, он пил перед отъездом 3 дня эти таблетки, потом приехал туда, вся команда приехала, и он там продолжал пить, они там только, они тоже купили, они дали там пить, но потом он заметил, что они в Белый дом все бегают на «Форсаже». «Форсаж» фильм смотрели, да? А он смеялся все. Вот заранее. Знаете, Бог говорит заранее, а не тогда, когда нам проблема настала. Заранее молиться за своих родных, близких, те, которые в зависимости, заранее молиться за них, брать их в молитве, держать их в молитве. 6, 43, обратно вернемся туда, 43 стих. «Был же страх на всякой душе». Был же страх на всякой душе. В церкви было огромное почтение и уважение. Огромное почтение и уважение было. Кому? Богу. Это было огромное уважение. И это в жизни в нашей должно быть. Знаете, когда Джон Бивер, я читал книгу его одну, и Джон Бивер там говорит, когда он приехал на одну конференцию большую, там стадион арендовали, там было сильное прославление, мощные музыканты, все самое лучшее, все собрали.
там на этом огромном стадионе, и все там такое прославление было вроде, но все тихо, пусто. И когда он вышел, он увидел, люди разговаривали между собой, люди сидели на телефонах, люди решали свои суетные дела какие-то. Но мы сюда на собрание приходим, и там написано, чтобы мы все отключили телефончики свои. Срочно мы понимаем, мы очень понимаем. Иногда у некоторых может быть больная мама, там еще что-то, надо поехать вовремя. Тогда поставьте там вот, и, конечно, сидите там, чтобы вы могли уйти. Никто ничего не скажет. Здесь никто ничего не скажет. Потому что есть понимание, есть любовь, уважение, отношения. Отношения настолько важны. И был страх Божий. И он говорит, когда он вышел и сказал, Бога здесь нет. Как бы вы здесь не прославляли, как бы здесь вы громко не играли на мощных этих инструментах, Бога здесь нет, потому что вы не боитесь Его, у вас нет уважения и почтения к Нему. И когда они прекратили это все, они сразу все... Присутствие Божье сразу же пришло. И полицейские, которые охраняли этот стадион вокруг, они говорили, мы слышали, как внутри стадиона летает реактивный самолет. Такое было присутствие Божье. Люди исцелялись, толпами исцелялись. Бог хочет, чтобы это пришло в нашу церковь. Бог хочет этого, как вы думаете? Хочет, очень хочет. Очень хочет. Знаете, мы сами можем остановить любое чудеса, любое знамение мы сами можем остановить. Сами. Знаете, два брата, я их обоих знаю, один пастор сейчас в Барнауле, и они ехали в поезде. Они едут в поезде, и брат ему говорит, он пастор, а брат ему говорит, сейчас зайдет один мужчина на станции с ребенком, у него будет больной ребенок, мы помолимся за него, и он исцелиться. И пастор так странно посмотрел на своего этого брата. И минут через 30, когда подошла станция, то зашел мужчина с ребенком больным. Он нес его на руках. И они увидели. И говорит, такое присутствие Божье пришло. Это слово знания. Он двигался, этот брат, слово знания. И когда он подошел к ним, и там рядом сел, и открыл Библию, и стал читать, и он говорит, ты верующий? Они говорят, да, я верующий. Вы тоже? Да, я тоже. Говорит, мы сейчас вот получили слово знания, что ты зайдешь сюда со своим ребенком, и мы помолимся, и он исцелится. И этот брат сказал, нет, в нашей церкви об этом не учат. И взял ребенка и вышел в тамбур. Он сам остановил это исцеление. Бог стучался к нему, но он сам. Также мы сами можем остановить Бога. Но Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы двигались. Знаете, один философ, теолог Римской империи, он написал, есть странная традиция, говорит, у христиан. Если кто-то из них умирает до 70-80 лет, не достигнув, то они собираются и начинают молиться за них, петь псалмы, молиться. И если человек не воскресает, то они его хоронят, но потом запятая, но в основном воскресают. 70-летие, 80-летие, в основном они воскресают. И нам нужно больше и больше практиковать, учиться и сразу практиковать. Деяния 2:46, там написано, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Также на домашних группах мы в веселье, в простоте. Атмосфера настолько важна на домашке, очень важна атмосфера. Атмосфера любви, атмосфера понимания, принятия людей, выслушать всех. Эта атмосфера важна.
для нас всех. Деяние 2:47, будем ускоряться. Хваля Бога и находясь в любви. Хваля Бога, и вот это важно. Хваля Бога, когда мы хвалим Бога. Когда мы приходим сюда, нам есть за что похвалить. За то, что мы спасены, за то, что наша жизнь меняется, за то, что наши родные спасаются, за то, что мир пришел в нашу семью, что муж с женой не разводятся. Мама, папа, слава Богу, вы пришли к Богу и не разводитесь. Это мы все время слышали только ваши крики, ваши визги, что вы разводитесь, что вы завтра все покидаете нас. Куда мы пойдем, дети думали. Чтобы мы могли, ходя, молиться и славить Бога. Здесь могли поднимать к Нему руки. И здесь написано дальше. Находясь в любви у всего народа. Находясь в любви у всего народа. Глядя на них, люди любили церковь. Люди, они сюда придут, как они узнают? Когда они увидят любовь, тогда они узнают. Тогда они увидят, что здесь есть любовь. И мы не будем уже, еще одно место Писания есть, но мы посмотрим, еще одно важное в ДНК есть, на этом закончим. Церкви – это передача эстафеты более молодому поколению. Преемственность называется. 2 Тимофею 2:2. Будем заканчивать. 2 Тимофею 2:2. Очень многие церкви закончили свой забег. Знаете, сколько много церквей в Европе, они просто погасли, они просто потухли. Там были 2000-е, 5000-е церкви везде. В Норвегии, Дании, во Франции, в Германии, везде огромные были церкви. Но они закончили свой бег, потому что они не передали эстафету молодым поколениям, из рода в род, из поколения в поколение. Здесь написано, 2 Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». У нас должна быть эта передача. Мы здесь не соревнуемся, и здесь мы... у нас нету здесь этого духа. У нас есть дух любви, целомудрия, веры, милосердия друг к другу. И для нас сегодня есть вызов увидеть церковь, наполненной Божьей силой, Духом Святым, Божьей благодати. И чтобы мы приходили здесь и говорили: Господи, да, мы хотим служить Тебе, мы хотим следовать за Тобой, мы хотим быть с Тобой, мы хотим служить людям этого города, мы хотим пойти к этим людям во имя Иисуса. Давайте помолимся.